День удлинился более чем в 2 раза. То есть сейчас больше, чем 9,5 часов световой день. Поэтому и выезжаю достаточно поздно. 15 минут 12. Минус 20. Такая температура уже приемлема для езды на снегоходе. А то при морозе ниже минус 25 глаза режет. И достаточно больно. А сейчас солнце светит. Еще, думаю, потеплеет. И день длинный. Едем час. Так, первым делом бензин. Ехать достаточно далеко, поэтому туда, тем более туда-сюда, поэтому надо полный бак. На вид все нормально. Ну что, поехали. Спортсменки. Ну, у нас 4 дня, мороз за 20. А вот повезет со следами. В смысле, с тропами заячьими. Поехали! Сегодня берем лишний инструмент, метлу. Ну, как раз. Мороз вроде небольшой, а к железу пальцы пристывают. Ух, блин. Ну, замок подмерз. Ну что, ребята, поехали. Так, спешить не надо. Сначала утепляемся. Так, ну сейчас готов. Добросовестные дорожники дорогу до земли почистили, мамма мия. Все бы хорошо. Только мне, блин, тут такой перепад сделали, и опять лопату не взял. Ну, вот это жизнь такая. Поправим. Опять прыгать придется. Ну, прыгать так прыгать, что ж делаешь. Около старых следов останавливаться не буду. Буду смотреть только новые. Ну, первый новый след это, как его, мышка перебежала дорогу. Ничего не боится. Найти тропы уже надежда начала пропадать. Но хотя бы свежие следы, дай бог, чтобы 2 раза в одном месте пробежали. Ой, ищем. Одиночный зайчий след. В метрах 35 тетерева взлетают. Не знаю, попал, не попал. На звук моего голоса. Долговато моя камера включается. Ну, на этом лужку ночевали. Топал тетерев. Откопал снег, зарылся, спрятался поглубже и сейчас от меня взлетел. Тут рядом сосед, и вот взлетел крыльями, стукнул по снегу. Вот этот товарищ, интересно, звук мотора моего, наверное, снегохода услышал, выскочил, сначала протопал, а потом уже взлетел. Сколько их же тут собралось-то? Штук 15, наверное. Вот тут они кучей садились и ночевали. Да, ну это не повторится, а вот бы сюда можно было фотоловушку поставить. Интересно, сначала самые далекие от меня взлетели.
А потом все ближе и ближе. Я голос подал, такие кучей взлетели. А этот товарищ сел, сразу зарылся и взлетел от меня. Ух, с каким разгоном. Жик, сел. И потом потопал. Слазил, вон снег скинул. Ох, вон тройник его лапы. Прямо по снегоходной дороге ходили. Какие ребята смелые. Но эти ребята явно где-то тут и поблизости живут. Берез тут до хрена, то бишь почек питаться им. Вроде солнце греет, тепло. Но с голой рукой, с голыми пальцами походил и мизинчик отморозил до боли, блин. Болит. Болеть стал. К слову сказать, на тетерев так и охотятся. Когда нормальная стая, все сразу не взлетают. Сначала первая часть, самая пугливая. Было бы сейчас ружье у меня, я бы замер, не выступал вообще бы, слова не сказал. Тихоря ружье собрал и потихоньку стал бы подкрадываться. Ну и на взлет. Иногда сунок выглядывают, а если это увидел, так еще лучше. Но ружья нет, у меня задача капкан поставить на зайца. Ну я что, проехал тут эти километры. Редкие одиночные заячьи следы. Ставить на них — это один шанс даже не из 1000, а из миллиона. Ладно, едем дальше. Доехал до этого места и сначала подумал, что наконец-то увидел место, где заяц по одному и тому же месту 2 раза пробежался. Это моя ошибка. Заяц-то след один. Это просто свежий след лисы. Сюда вышел, дошел до буранной, до снегоходной дороги, что-то не понравилось и повернул назад. И по заячьему следу пошел. Хоть тресни, уже 4 дня морозец за 20, за 25 даже. Но троп заячьих нету в принципе. Ну, съезжу до нашего луга, там еще посмотрю. Что-то моя задумка поймать зайца на бобриный капкан накрывается медным тазом точно. На маленькой скорости в горку не вытянул. Ну, пойдем немножко другим путем. Однако. Фух, упорство и труд все перетрут. С леса какой-то рябчик вышел, протопал мимо моей дороги и взлетел, полетел куда-то. Одиночный зайчий след пробежался. То ли много зайцев нету, то ли их не тянет тропы делать. Некуда ставить. Редкие одиночные зайчьи следы. Куда зайцы подевались? Бог их знает. Ладно, побаловались с мотособакой, то бишь мини-снегоходом.
Ну что, едем домой? Моя затея с поимкой из зайца не удалась по одной простой причине. Их мало, снег хорошо держит, то бишь можно бегать туда-сюда, где вздумается. Поэтому по этим двум причинам, я думаю, троп зайцев и нету. Когда зайцев мало, на них и охотиться никакого желания нету. Ладно, нет, значит нету, пускай живут. Кто над ними издеваться? Зайцы, лыжами что ли заняться?